итоговая программа телеканала АТР. В студии я, ее ведущий Юрий Мацарский. В начале, по традиции, коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Крымском канале, по которому на полуостров поступала Днепровская вода. В ходе очередных переговоров в Астане принято решение о создании в Сирии неких зон деэскалации конфликта. Начался заочный судебный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, обвиняемым в государственной измене. Комитет министров Совета Европы призвал Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. До оккупации около 85% всей пресной воды в Крым поступало из Днепра через Северо-Крымский канал. Теперь канал этот перекрыт дамбой, возведенной в Херсонской области. А что эта дамба будет означать для Крыма, мы выясним у директора Института водных проблем и мелиорации Михаила Ромащенко, который выходит с нами на связь по телефону. Михаил Иванович, добрый вечер. Слышите меня? Михаил Иванович, к сожалению, у нас пока нету связи с ним. Попытаемся связаться с ним чуть попозже. Обязательно вернемся к этой теме. Она одна из основных в сегодняшнем итоговом выпуске. Переходим потихонечку к другой. Вернемся к Михаилу Ивановичу, к разговору с ним чуть позже. Итак, в Астане на минувшей неделе прошли очередные переговоры по сирийской проблеме. В столицу Казахстана прибыли представители так или иначе вовлеченных в конфликт стран. Это Турция, Россия и Иран. Делегация российской оппозиции и также международные наблюдатели. Переговоры шли очень непросто. Делегация оппозиции объявляла о приостановке своего участия, возвращалась вновь, выступала с протестами и заявляла о несогласии с теми или иными трактовками событий. Все это, впрочем, не помешало трем другим участникам переговоров, то есть России, Турции и Ирану, согласовать меморандум об организации в Сирии так называемых зон деэскалации, крупных районах в разных частях страны, которые предполагается превратить в свободные от войны оазисы. Так, меморандум предполагает создание на въездах в эти зоны блокпостов, через которые не должны проходить оружие и боеприпасы. Укомплектовать блокпосты предполагается как солдатами армии Башара Асада, так и бойцами оппозиционных сил. Меморандум этот был принят, несмотря даже на то, что оппозиционеры заявили об отказе признать статус Ирана, который указан в документе в качестве страны-гаранта урегулирования конфликта. Мы против того, чтобы какая-либо роль отводилась Ирану и связанным с ним вооруженным отрядам. Мы не согласны с тем, чтобы Иран выступал в качестве гаранта, поскольку считаем, что эта нация враждебна по отношению к сирийскому народу. Возвращаемся к теме Северо-Крымского канала. Мне подсказывают, что Михаил Ромащенко с нами уже на прямой связи по телефону. Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Иванович, начинаем с самого простого. Вот судя по сообщениям, еще в 2014 году, вскоре после оккупации Крыма, вода перестала поступать на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Тогда сразу возникает вопрос, и зачем тогда нужна эта дамба? Ну, смотрите, канал практически до Джанкоя, там 200 километров, он самотечный. То есть вода за счет естественного уклона поступала туда, и дальше уже были насосные станции. Если не сделать перегораживающие сооружения, вот как дамба, вода будет поступать в Крым. Для того, чтобы... Но с другой стороны, если не поддерживать уровень, который должен быть в этой точке, тогда нельзя с этого канала взять воду для того, чтобы обеспечить растительные системы, разбор на территории Украины, в Херсонской области, рисовые системы, другие растительные системы и так далее. Поэтому для того, чтобы надежным образом функционировала украинская часть канала, для того, чтобы обеспечить потребность в воде не оккупированной Херсонской области, а растительных систем и потребителей Херсонской области, надо было создать вот такое перегораживающее сооружение, которое бы могло поддерживать необходимые уровни воды и обеспечивать разбор воды на территории Украины. Вот все. Михаил Иванович, а откуда Крым сейчас берет пресную воду? Вот оккупационные власти, например, говорили о некой программе какого-то подземного глубокого бурения для того, чтобы из глубоких слоев грунта воду пресную поднимать. Насколько вообще стоит верить таким сообщениям и насколько реализована сейчас эта программа?
Смотрите, еще в 2014 году, когда задавали вопрос о перспективах обеспечения водой Крыма, я еще тогда говорил, и повторяю это уже неоднократно, что в Крыму естественные запасы или собственные запасы ограничены. Крым может обеспечить себя с большими сложностями. Это если выпадают осадки, если заполняются все водохранилища естественного наполнения только на питьевые и частично коммунальные потребности. Что никаких возможностей развивать там промышленность, а тем более сельское хозяйство без днепровской воды не будет возможности. В связи с тем, что началось интенсивное бурение скважин подземных и тогда разбирались, я говорил, что если будет превышен отбор и эксплуатационные запасы, начнут подтягиваться соленые воды, и вода, подземные воды будут терять свое качество, что сейчас там уже и происходит. Поэтому это еще в 70-е годы до массового использования вод Северо-Крымского канала, когда пытались использовать подземные воды и для орошения, и для питья, этот процесс уже наблюдался. Сейчас мы как бы наступаем, или Крым наступает на старые грабли. Спасибо вам большое, Михаил Иванович. Напомню, Михаил Ромащенко был с нами на прямой связи, директор Института водных проблем и мелиорации. Возвращаемся к сирийской истории. Напомню, переговоры в Астане, в Казахстане проходят. Сирийская оппозиция выступила с заявлением о недоверии Ирану как к стране гаранту урегулирования конфликта. И вот по какой-то причине оппозиционеры не имеют подобных претензий к России, которая также активно участвует в боевых действиях и тоже на стороне Башара Асада. Возможно, дело в том, что оппозиционеры вслед за оказывающим им поддержку Западом не видят в России серьезного регионального игрока после истории с обрушившимися на асадовские самолеты американскими томагавками. Российские системы ПВО даже не пытались предотвратить эту атаку на одного из ближайших союзников Кремля. Вот и Госдепартамент США, также указав на то, что Иран является одним из главных спонсоров режима Башара Асада, и поэтому вряд ли может выступать в этом конфликте как сторонний, беспристрастный участник, ни словом не упомянул в этой связи Россию. За этими кривотолками и недомолвками скрыть главного. Надежды на то, что новый документ существенно изменит ход войны, почти нет. Тем более, что представители оппозиции, бойцы, которые должны включиться в процесс образования зон деэскалации, отказались считать себя участниками меморандума. То есть принятый документ ни к чему их не обязывает. Таким образом, меморандум рискует повторить судьбу похожих договоренностей, которые, несмотря на содержащиеся в них благие намерения, так и не смогли остановить войну, уже унесшую жизни около 500 000 человек. В Киеве начался заочный судебный процесс над беглым президентом Украины Виктором Януковичем, обвиняемым в измене Родине. Все подробности уходят этого процесса в сюжете журналистов АТР. У здания Оболонского райсуда люди держат плакаты и выкрикивают патриотические лозунги. В организации «Свободные люди» требуют наказания для екс-президента-беглеца Віктора Януковича. Владі має бути показово, що кожен президент, хто порушує закон, хто передає своїх людей, він буде відповідати. Він буде відповідати перед судом і перед людьми. Він стільки людей загубив, починаючи з Майдану, що він тільки заслугує на смерть. Більше ні на чого. Мені більше нічого не треба. Треба, щоб Янукович отримав покарання, яке він заслуговує. В зале коллегия судей из 3 человек, прокуроры и защитники экс-президента Виктора Януковича. Самого обвиняемого в государственной измене в суде нет. Защита Януковича говорит, заседание не может продолжаться. З урахуванням втручання в діяльність автоматизованої системи немає можливості розпочати розгляд і немає можливості у захисту визначити думку щодо наявності підстав для відводу. Янукович до сих пор не оповещен о вызове в суд, говорят его адвокаты. Коллегия судей частично удовлетворила их ходатайство. Планируют увидеть Януковича в режиме видеотрансляции. Адвокат заверил, его подзащитному есть что рассказать суду. Мы многократно озвучивали, что государство в настоящий момент всячески противодействует эффективному расследованию фактов покушения на Виктора Януковича. Такие действия
приводят к невозможности участия нашего клиента в данном процессе лично. Будет возможность обществу услышать другую версию данной картины и самостоятельно разобраться в том, что происходило в марте 2014 года в Крыму. Снятие Януковича с розыска Интерпола не повлияет на дело, говорят в прокуратуре, и не исключают, что будут предоставлены новые ходатайства со стороны защиты, тем самым затягивая процесс. Обвинувачений та підозрюваний Янукович під час здійснення досудового розслідування не визнав свою винуватість. Сторона обвинувачення буде клопотати тільки щодо найвищої міри покарання. Це довічне позбавлення волі. Обвинение подготовило в суд более 100 свидетелей, говорят в прокуратуре. Сегодня суд перенесли на 18 мая, чтобы обеспечить обвиняемому все права, и планируют увидеть Виктора Януковича на следующем заседании суда. Эльвина Титбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Процесс над Януковичем уже сравнивают с судом над иракским диктатором Саддамом Хусейном и румынским тираном Николаем Чаушеску, которые очень быстро прошли путь от лидеров до врагов нации. Но все-таки у дела Виктора Януковича больше общего с процессом над другим диктатором, самопровозглашенным центральноафриканским императором Бокассой. Начать хотя бы с того, что он, как и Янукович, оказался за границей после прихода к власти демократического правительства. Да и суд над Бокассой тоже был заочным. Экс-императора, кстати, обвиняли в совершении не только государственных преступлений, но и в изнасилованиях и даже в людоедстве. Обвинения в каннибализме не были доказаны, но и всего остального хватило для вынесения беглому диктатору смертного приговора. Кстати, Бокасса вернулся на родину через несколько лет после заочного суда. Казнен не был, отправился в тюрьму. Более того, вышел по амнистии на свободу через каких-то 7 лет. Вот так-то, Виктор Федорович. Комитет министров Совета Европы призвал Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Это уже второй такой призыв Кремлю за последнее время. Первым было обращение Международного суда ООН, увидевшего в запрете Меджлиса нарушение прав человека. Кроме того, судьи потребовали прекратить гонения на крымских татар и обеспечить жителям полуострова доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках. Оккупационные власти на эти призывы не реагируют. И Меджлис остается под запретом, и число классов с украинским языком обучения в Крыму сокращается. Стоит ли вообще надеяться на зарубежные институции, выясним у замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джилялова, который выходит с нами на связь по скайпу. Нариман, добрый вечер. Вы слышите меня? Нариман? Да, я вас слушаю. Нариман, давайте вот сразу к делу. Скажите, пожалуйста, что все-таки могут сделать мировые институции, мировое сообщество в целом для вот снятия запрета, в первую очередь, на работу Меджлиса на полуострове? Вы знаете, не только для работы Меджлиса крымско-татарского народа, но вообще по решению так называемого крымского вопроса роль международных институций, в том числе Организации Объединенных Наций, Совета Европы, крайне важна. Учитывая, что большинство украинских политиков, да и Меджлис крымско-татарского народа все-таки выступает и надеется за мирное разрешение данного вопроса, речь идет о максимального количества дипломатического давления, санкционного давления на руководство России, для того, чтобы Россия в итоге и в конце концов была вынуждена, а лучше всего осознала необходимость осуществления все-таки тех международных норм, тех международных договоренностей касательно границ и касательно деятельности представительных институций крымско-татарского народа, которые приняты всем международным сообществом. Фактически запретив Меджлис крымско-татарского народа как некое общественное объединение, хотя мы настаивали над тем, что неправильно считать Меджлис некой общественной организацией, Россия нарушает нормы Декларации ООН о правах коренных народов, которые, да, она, в принципе, у себя в стране не ратифицировала, но это не освобождает ее от выполнения, так как косвенно Россия все-таки обязана выполнять нормы и данной декларации. В то же время запрет,
он настолько действенен, что даже средства массовой информации не должны, вот и вы сегодня, называть меня заместителем председателя Меджлиса, по мнению местных властей, и меня уже лично вызывали в Центр по противодействию экстремизму именно потому, что украинские СМИ продолжают идентифицировать нас как членов Меджлиса, а мы этого не отрицаем, мы не планируем отрицать, потому что таковыми и являемся сегодня. Вот. Другое дело, что мы вынуждены отказаться от осуществления деятельности общественной здесь в Крыму, как в целом Меджлиса, и официально его деятельность сегодня полностью аккумулирована в Киеве, в частности, осуществляется теми членами Меджлиса, которые там находятся, и председателем Меджлиса, и другими нашими друзьями и коллегами. Я думаю, что заявления, о которых вы, в частности, упоминаете, они должны осуществляться и приниматься как можно чаще. И несмотря на то, что многие считают, что Россия будет игнорировать выполнение решений и Международного суда ООН, и вот подобные заявления дипломатические, я уверен, что в своей совокупности, совместно с экономическими санкциями, совместно с заявлениями конкретных руководителей государств, таких, например, как руководство Германии и выступления Ангелы Меркель, недавние, да, достаточно жесткие, Россия будет вынуждена с ними считаться рано или поздно. И поэтому говорить, что в них нет никакой пользы, абсолютно неправильно, и нужно просто продолжать бить в одну точку, и в итоге результат, я уверен, будет достигнут. Я так понимаю, что вы так считаете необходимым продолжать оказывать давление на Москву, на Кремль, именно с целью вынудить российские власти все-таки уважать права человека. И вот в рамках этого давления нужно прибегать к самым разным мерам, в том числе и вот к такого рода заявлениям. Я правильно вас понял? Конечно, здесь нужно делать четкое различие, которого, кстати, пытается избегать и Россия. Ведь руководство России, речь идет не о том, чтобы противодействовать России как стране, России как некому обществу, а речь идет о конкретных действиях конкретного руководства, то есть конкретных персоналей, в том числе и президента России, который принимает решения и принимали решения, приведшие к нынешней ситуации. Именно поэтому речь идет о оказании давления на руководство страны. Понятно, что от этого, в частности, от экономических санкций фактически страдают и все. Они сказываются и на ситуации в Крыму. И, естественно, как бы не было тяжело, но именно таким образом, я думаю, следует объяснить, что необходимо менять. Необходимо менять и свои решения, необходимо меняться самим. И в том числе мы неоднократно слышали заявления американских дипломатов о том, что диалог с Россией необходим, но для этого Россия должна измениться. Вот этого мы пока не видим. И, к сожалению, даже готовности какой-то. Россия сегодня заняла позицию полного отрицания, в том числе и заявлений и решений по поводу запрета Меджлиса. Мы со своей стороны готовимся для того, чтобы побудить российские власти в законный способ все-таки отреагировать на решение Международного суда ООН и добиться от соответствующих органов, в частности от Верховного суда, я думаю, Российской Федерации, конкретного ответа, юридического ответа на то, соблюдают ли они решение Международного суда или нет. Сегодня проведены и проводятся консультации и с соответствующими специалистами-юристами, и с правозащитниками, в том числе и российскими адвокатами и представителями правозащитного сообщества, для того, чтобы максимально эффективно выступить и добиться не каких-то там заявлений, да, таких от МИДа России, которые уже прозвучали, а четких ответов от соответствующих судебных инстанций, где будет ясно, Россия все-таки будет соблюдать решение Международного суда или нет. Россия является частью международного сообщества, является исполнителем международных соглашений или нет. И, соответственно, отсюда международное сообщество должно делать выводы. Вот даже на примере с вопросом запрета Меджлиса.
Нариман, скажите, пожалуйста, а какова роль Украины в снятии запрета на деятельность Меджлиса на полуострове? В принципе, что-то делается сейчас вот исполнительной или законодательной ветвями власти Украины для того, чтобы эту проблему решить? Естественно, определенные действия производятся, мы видим, создаются соответствующие структуры, но в Крыму, и это нужно честно говорить, об этом часто говорится, у граждан Украины, проживающих в Крыму, создается впечатление, что делается мало, хочется, естественно, большего. Приходится объяснять, что не так все просто, потому что Украина продолжает воевать на своей территории, стремясь освободить свою территорию и противодействовать тем, кто ее захватывает. Но в то же время мы видим ситуации, которые смазывают это впечатление, в том числе праздную жизнь наблюдаем. Мы видим ситуацию с декларациями чиновникам, продолжение коррупционных скандалов. Мы видим многие еще вещи, в том числе деятельность пятой колонны, так называемой российской в Украине. И все это, конечно же, бьет по тем надеждам, которые все-таки продолжают питать значительную часть жителей Крыма, сохраняющих и лояльность к украинскому государству и так далее. Хотя главный контраргумент — это тот тезис, что лишь бы не было вооруженного конфликта, можно согласиться со многими вещами. Вот Украина должна противопоставить этому свою активную деятельность. И, в принципе, ситуация в Международном суде, она показала, что Украина все-таки стремится отстаивать свои интересы, интересы своих граждан, но вот во многих вопросах, к сожалению, этого не чувствуется. И об этом украинские и крымские правозащитники продолжают активно говорить. Это вопросы пересечения границы, провоза личного имущества, оформления документов и так далее, и так далее. То есть те многочисленные бытовые вопросы, которые, к сожалению, смазывают позитивные моменты, связывающие граждан Украины в Крыму с самим государством. И мы об этом постоянно говорим, отмечаем. И, в принципе, если профессионально посмотреть, видим определенную динамику, но для обывателя она недостаточна. Обыватель хочет видеть успех, и Украина обязана его обеспечить, если хочет вернуть Крым обратно, вернуть не только в международно-правовом плане, так как большинство государств считает Крым Украиной, а вернуть его морально, психологически, и де-факто, собственно. Нариман, скажите, пожалуйста, а что ждут? Вот вы начали ответ на мой вопрос того, что ждут большего. А чего ждут граждане Украины в Крыму? Какое-то вот немедленное признание в автономии крымской. Чего конкретно? Вот что они ждут и чего бы они посоветовали законодательным органам в Украине? За что браться в первую очередь? Тут нужно разделять. Вы знаете, если говорить о крымских татарах, то понятно, что, во-первых, они ждут острого реагирования на те ситуации преследования политического, которые есть в Крыму. Мы неоднократно говорили о том, что Украина должна продумать процедуры, скажем так, оперативного приезда в Крым представителей международных правозащитных структур, журналистов и так далее, потому что процедура посещения Крыма, скажем, которая действует ныне, она иногда дискомфортна для представителей структур, она сталкивает МИД Украины и МИД России, и тут очень сложные моменты. Мы понимаем, что Украина вынуждена так действовать, но нас, здесь находящихся, все-таки в первую очередь интересует оперативность. И второй момент, если говорить о крымских татарах, это вопросы, конечно, законодательного урегулирования статуса крымско-татарского народа, это вопросы конституционных изменений в плане автономии, о чем говорил и президент Украины, и некоторые депутаты. Естественно, максимально ясное, открытое и, естественно, для нас желательно положительное решение этих вопросов было бы очень серьезной поддержкой тех крымских татар, их большинство, которые видят в Украине свое
собственное государство и продолжают его считать своим. Если говорить об украинцах, то вам достаточно просто приехать и посмотреть, как существует здесь единственный фактически украинский культурный центр, одним из основателей которых был, кстати, крымский татарин, который сейчас вынужден проживать на материковой Украине. Мне лично очень печально наблюдать, что украинское общество, скажем, не только государственное общество, оставляет их в столь плачевной ситуации. Украинскую культуру в Крыму, украинскую политику в Крыму, украинцев в Крыму необходимо активно поддерживать. Как и крымских татар, как и представители иных национальностей, которые в значительном количестве, и русские в том числе, все-таки не разделяют вот эту общую пропагандистскую картину, которую пытаются рисовать российские и официальные крымские СМИ. И если говорить о тех, кто как бы ходил на так называемый референдум, по крайней мере, их относим, они тоже ждут ясных ответов, потому что их пугает, что если вернется Украина, то, извините, вам будет очень сложно. То есть Украина должна дать четкий сигнал, что кого ждет конкретные наказания за преступную деятельность, а кто будет спокойно проживать и иметь все те права, которые должен иметь гражданин Украины, если он таковым является. Спасибо вам большое. Напоминаю, что мы говорили по скайпу с заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариманом Джиляловым. Напоследок коротко о сегодняшнем голосовании во втором туре президентских выборов во Франции. По предварительным данным, большинство голосов на этот момент, на текущий, это около 60%, набирает кандидат-центрист Эммануэль Макрон. Его соперница, которую активно поддерживал Кремль, глава Национального фронта Марин Ле Пен, отстает от лидера почти на 20%. Повторюсь, эти итоги предварительные. Официальные будут подведены только на следующей неделе. И на этом итоговая программа завершена. С вами был ее ведущий Юрий Мацарский. Увидимся через неделю на Первом крымско-татарском. Счастливо! Вони були неперевершеними стратегами. Про доблесть